Пользователь Марат Уралиев. Так, значит, доброе утро. Вы считаете правомерным, что пожилую женщину тащили по земле? Вам не кажется, что ваш заместитель Тюкибаев превысил свои полномочия? С каких пор наши силовики так неуважительно относятся к женщинам пожилого возраста? Ну, по этому случаю, что я могу прокомментировать? У нас имеется решение суда по не запрету, а об ограничении проведения такого митинга, что это будет одиночный пикет, либо это будет массовый пикет. Ну, для этого специально выделенное место для проведения митинга, это сквер имени Максима Горького. Там должно проводиться. По этой женщине Азиза Абдрасулова, ей уже подходили, говорили, чтобы она не пикетировала. Она находилась в той зоне, где имеется не запрет, а ограничение. Но она не, как говорится, не послушалась законных требований сотрудников, поэтому ее хотели сопроводить для составления протокола. При этом она начала сопротивляться. Он это все зафиксировано на видеокамерах, не только наши камеры, но и камеры средств массовой информации, которые находились там. На земле то, что она валялась, там явно было видно, что она сама легла, чтобы ее не могли утащить, как бы, ну, делать доставку в территориальное подразделение для составления протокола. Согласно законодательству и составили протокол, согласно статье 128. 128 статьи Кодекса о правонарушении, неподчинение законных требований сотрудников, где судебным решением она была оштрафована на 3000 сомов. Модератор, просьба вернуться к вопросу Марата Уралиева. Мы не дочитали до конца. Здесь пишут нам. Так, было ли хотя бы какое-то служебное расследование, если моральная ответственность за такое поведение у господина полковника? Конечно, каждое действие сотрудника влечет за собой последствия. Последствия либо они имели законные, либо это было незаконно. Конечно, служба внутреннего расследования провела проверку, и в итоге мы решили дождаться судебного решения суда. После судебного решения действия сотрудников были правомерными, поэтому заключение было, скажем, правомерно. Хочу отметить, что любой гражданин, независимо от пола, расы и возрастного, должен равным быть перед законом. Полковник же кричал всем, что она пьяная, хотя такого не было. Предоставление Азиза Абдрасулова в Первомайское подразделение УВД города Бишкек. Азиза Абдрасулова была доставлена в наркологию, где она отказалась от прохождения освидетельствования. Тем самым мы не смогли подвести, как говорится, конкретный итог, находилась ли она в состоянии алкогольного опьянения или трезвая. Согласно этого отказа мы не могли также определить, ну, то, что я сказал. А так она отказалась официально, где был составлен акт об отказе прохождения здесь. Если она была не выпившая, она бы могла бы спокойно пройти освидетельствовать, доказать свою, как говорится, правоту. Но так как она не прошла, поэтому ни мы, ни вы не сможем, как говорится, определить, находилась ли она в нетрезвом состоянии или не находилась.